Топонимика нашей республики в основном финно-угорского или русского происхождения, но встречаются исключения. Например, Усогорск – поселок в Ударском районе. Ус – это название реки, на берегу которой и стоит населенный пункт. А вот слово «гора» пришло из болгарского языка и означает «лес». То есть название поселка Усогорск можно перевести как «лес на реке Ус». Обычный поселок городского типа с небольшими кирпичными домами. Ничего болгарского, кажется, в сегодняшнем Усогорске нет. Разве только табличка при въезде в поселок намекает, что связь ударского поселка с болгарами все же существует. Аншлаг у дороги приветствует въезжающих в Усогорск на 3 языках – русском, коми и болгарском. Эту часть Усогорска местные называют Старым поселком, либо Старым Усогорском. До 1967 года здесь располагался небольшой поселок. Всего несколько деревянных домов, школа, котельная, медпункт. Однако в 1967 году население поселка выселили. А уже в начале 1968 года сюда прибыли первые болгарские рабочие. 3 декабря 1967 года Советский Союз и Республика Болгария подписали договор о совместных лесозаготовках на территории Ударского района. После Второй мировой войны в Болгарии была провозглашена народная демократия, к власти пришли коммунисты. Болгария взяла курс на индустриализацию, копировала Советский Союз во всем, в том числе и объявляла свои экономические планы пятилетками. Соответственно, быстро превращалась из аграрной страны в индустриально-аграрную, строились промышленные объекты, дома, дороги. Для всего этого нужны были огромное количество стройматериалов, прежде всего леса. Ныне эта страна быстро развивающейся индустрии. Все шире развертывается промышленное и жилищное строительство, встают новые заводы и фабрики. Лишь одного не хватает болгарским строителям – древесины. Щедра, богата природа Болгарии, но своих лесов в стране мало. На помощь пришел Советский Союз с его лесными богатствами. Лесоматериалы для строительства болгары искали чуть ли не по всему земному шару. Конечно же, самые выгодные условия предоставил Советский Союз. Сначала болгарам предложили осваивать леса Дальнего Востока, но этот вариант их не устроил. Транспортировка древесины обошлась бы слишком дорого. После просьбы болгарской стороны найти что-нибудь в европейской части страны, выбор пал на Ударский район Коми АССР. Как раз к концу 60-х было завершено строительство железной дороги Микунь-Кослан. Это решило проблему с вывозом древесины. Советская техника, трудолюбивые и умелые руки болгарских рабочих преобразили Удорскую тайгу. Там, где недавно еще шумели непроходимые леса, вырос большой поселок городского типа Усогорск. Я приехал 19 апреля 80-го года. Когда приехал, уже стоял этот памятник. Для меня сначала, когда приехал, честно сказано, мне дико было. Мне друг, который раньше здесь был, мне писал в письма, что здесь мизен, река, лес, тайга. Вот это, я думал, ну как, какая река, где будем жить, где это? А я приехал, уже дома были построены, естественно, деревянные, были кирпичные дома, все это сделано. Иван Чавгов нынче председатель общественной организации ударских болгар. Тех немногих, кто остался в Коми после распада Советского Союза. Иван не скрывает, тогда, в 80-х, он, как и большинство болгар, приехал на север с одной целью – заработать быстро и много, а потом обратно уехать на родину. Здесь Иван занимался прокладыванием дорог к делянкам. Лежневки, дороги из сложенных в колею бревен, сохранились до сих пор. Проезжая по основным трассам района, и сегодня можно увидеть ответвления, ведущие к тайге, к делянкам. В этом строительстве входит самый хороший лес, потому что он не должно быть тонкий, не должно быть толстый. А потом самосвали приходили, песок обсыпает, чтобы более устойчивая была дорога. Один тренировочный трактор Т-55 и 2 ЛДшки, ЛД-17. У нас из гидравлический захват это делается.
И чтобы заработать 1000 рублей, 8 человек это надо сделать километр лежавку. Это в день получается 30 метров, 35 это надо сделать сегодня, чтобы выполнить норму. Бывает, что быстро делается. Иногда, когда болото есть, тяжело. Ранним утром в леспромхозе начинается трудовой день. Кто едет в лес, кто на нижний склад. Вначале близко было, а потом на автобусом ездили далеко, по 60-70 километров, 70 километров. Утром едем на работу, 6 часов автобус трогается. Кто сел, сел. Кто не сел, на следующий день штраф платит. Что не потерять хорошая бригада, когда работаешь. Хорошая бригада, хорошие деньги заработаешь. А если потеряешь хорошая эта бригада, потом никто тебя не возьмет. Там грязь, вода, когда вот дожди, а план надо выполнять это. План не выполнишь, деньги не возьмешь. Какие были планы? Планы были большие планы. Это летом большие планы. 1000 куба надо сделать, чтобы деньги хорошие взять. А не сделаешь 1000 куба, не возьмешь ничего. Работали даже субботу и воскресенье. Не сразу освоили болгарские друзья технологию заготовки древесины в условиях севера. Советские специалисты, инженеры, рабочие, мастера леса оказывали им постоянную помощь. Вот и сегодня на лесосеку приехали передовики производства Комилеспрома. У нас такая зима нет. Как можно 40 градусов мороза? Это люди работают за нас, это дико. Сначала мужики, парень там нос вытирает, там протирает что-то. Я никак не могу врубиться. Чего они хотят? Оказывается, нос у меня белый. Надо растирать, чтобы не замерзнуть. Это очень глубокий снег. Мы же у нас такого нету, не привыкли ходить. И самое главное, что мы никак не понимали с эти валенки работать. Все время с резиновые сапоги работали. 40 градусов мороз, у нас резиновые сапоги. Там делали специальные из баранной шкуры, вот это, типа носки делали, чтобы теплее. А валенки никак. Мне как-то с годами прошло, родственники сказали, а что валенки не одеваете? Я купил валенки новые, я одел, я падал там не могу. Оказывается, их надо немножко придавить, там подготовить. А кто нам это сказал? В годы совместных советско-болгарских лесозаготовок в Коми АССР проживало одновременно более 17 тысяч болгар. Кто-то отрабатывал контракт и уезжал, на их место прибывали новые. По разным подсчетам, в Коми за годы совместного сотрудничества побывало более 100 тысяч болгар. Для транспортировки рабочих был открыт международный маршрут. В столице Коми построили болгарское консульство, а Сыктывкарский аэропорт стал международным. Таможню болгары проходили в Киеве, а дальше летели в столицу своей страны – Софию. Я здесь приехал с 1973 года. Проработал 25 лет в лесу. Вначале был чекеристом, потом трактористом. Никто не агитировал, просто объявление в газете читаешь, что набирается работницы за Коми, и приезжали работать за большие деньги. Кто ездил, все, где здесь были, все говорили, что кто работает, получает. Кто не работает, не получает. На территории Ударского района было создано объединение «Мединлес», в которое входило 4 лесозаготовительных предприятия. В нем было 2 дирекции – болгарская и советская. Советская сторона в основном контролировала ход лесозаготовок, оказывала консультационные услуги. В Усогорск меня привезли родители из Кослана в 1973 году. Я 7 лет учился в школе с болгарскими детьми. Выучил даже болгарский язык, хотя это было не обязательно. Отца сюда пригласили по работе. Он трудился на нижнем складе, мастером. Советских специалистов здесь было мало. Они в основном контролировали ход работы и подписывали документы. Болгары же трудились добросовестно. Конечно, были и нарушители дисциплины, но их здесь долго не держали. Обратно отправляли в Болгарию.
В договоре от 3 декабря 1967 года говорилось, что Болгария имеет право ежегодно заготавливать на территории Ударского района 1 миллион кубометров древесины в год. Также СССР выделил необходимую технику – горюче-смазочные материалы, щитовые блоки для возведения домов. Одним словом, все необходимое для обустройства на новом месте. Болгарская сторона обязалась обеспечить лесозаготовки своей рабочей силой. Также взяла на себя все вопросы, связанные со строительством жилья, объектов культуры, здравоохранения и дорог. Первоначально по договору вывозка ограничивалась 1 миллионом кубометров, но потом с течением времени эта цифра постоянно увеличивалась, причем официально. Сначала до 3,5 миллионов кубометров, а где-то в 90-м году, по-моему, они уже достигли вообще максимум, это где-то больше 5 миллионов кубометров уже. Советский Союз оставлял себе 62% заготовленной древесины, и лишь 38% уходило в Болгарию. Больше половины леса, заготовленного болгарами, оставалось в нашей стране. Из 2,33 кубометра только 1 уходил за пределы СССР. Таким образом, болгары работали и на экономику Советского Союза. Первоначально планировалось, что сюда приедут военные подразделения болгарской армии, которые будут заготавливать лес уже как бы здесь. И эти лесозаготовки войдут в счет службы в армии болгарским призывникам. Но потом все-таки решили переиграть и приехали гражданские. Зарплата была очень высокой для них. Где-то в пределах, наверное, 500 и даже, может быть, больше рублей получали болгарские лесозаготовители. То есть это был очень хороший материальный стимул. Потом мы ехали, они сюда охотно, заводили здесь семьи. Было множество интернациональных семей, болгаро-коми, болгаро-русских и так далее. На севере нашли свое счастье русская девушка и болгарский парень. Приезжали в основном молодые люди, готовые работать по 10-12 часов без выходных. Оплата была сдельно-премиальной. Чем больше сделаешь, тем больше заплатят. Контракт заключали в основном на 1 или 3 года. Жили в благоустроенных кирпичных домах. Надо сказать, согласно договору, условия для болгар действительно были лучше, чем для своих советских граждан. Для сравнения, вот в таких деревянных бараках жили наши лесозаготовители в соседнем селе Будка. И вот в таких домах жили болгарские рабочие. Холостым молодым людям предоставляли общежитие или поселяли в квартиры по несколько человек. И сегодня в этих домах живут. Эти 3 дома здесь монастыри, единственное тот, который остался так разрушенный. Но монастырь в основном звался из-за того, потому что здесь одни холостяки работали. Стоял вахтер, не разрешалось девушке туда заходить. Большинство все дома, которые здесь были, они шли под общежитие. Потому что нету отдельной квартиры. Одни жили в кухне, другие в зале, третьи в комнате. Вот так. Потому что много народ было. Когда человек поработает год-два, хорошо относится, он подает заявление, что можно ли пригласить свою супругу, свои дети. Здесь супруга работает, и, естественно, дети, чтобы учились и так далее. Им давали уже семейные квартиры. А раньше при болгарах было абсолютно бесплатно. И потом, после ухода болгаров, начали платить. Все услуги, которые было по ремонту, по обслуживанию, там, канализации, вода, что-то там, тепло, это все было бесплатно. Это болгарская бригада специалистов специально. По телефону звонят, заявку дают, и болгари приходят. То есть электроэнергия, все бесплатно. Столовую мы платили. Просто цены были низкие. Усогорск называли столицей Коми-Болгарии. Хотя за время советско-болгарского сотрудничества было построено всего 4 поселка – Усогорск, Верхнемезенский, Солнечный и Междуреченск. Ударский район стал уникальным местом в Советском Союзе. Помимо райкома КПСС функционировал свой райком партии и у болгарских коммунистов. Была у них и своя комсомольская и пионерская организации, свой профсоюз. Работали они все по своим уставам. По партийной линии на Удару попал и Ангел Димов, ныне председатель Болгарского аграрно-промышленного союза. В начале приезд в Коми молодого человека привлек лишь возможностью учиться в аспирантуре. Но север пришелся по душе. Своим становлением как политика и ученого господин Димов, говорит, обязан Коми.
Здесь он получил колоссальный опыт в организаторской и партийной деятельности. По его инициативе в Усогорске открыли автошколу для рабочих. Приезжали в основном молодые люди. Только что закончили казарма, армия. Но им хотелось купить машины, жилище, потому здесь заработали хорошие деньги. Даже моя трудность была, как ограничить их работать 8 часов. Они работали по 10-12 часов. Мы жили тогда по-коммунистически. Все наши дружества, 40 комсомольские организации первичные, дружили с 40 комсомольских организаций из Сыктывкара, Ухта. Они встречались регулярно. Выходила в районе и газета на болгарском языке, а в школах изучали болгарскую культуру. Приезжали на Удару и с семьями, и с детьми. Советское образование считалось одним из лучших в коммунистических странах. Многие болгары не уезжали из Коми, пока ребенок не закончит здесь школу или вуз. Сейчас, ребята, нам Камбуров Божий дар расскажет стихотворение Лермонтова «Парус». Парус. Белеет парус одинокий в тумане море голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в стране родном. Играют волны, ветер свистит, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и на счастье бежит. Если в классе 25, 20 болгарских, 5 советских. Изучали болгарскую культуру. Дети свободно разговаривали советски на болгарском. А болгарские, естественно, обучение шло на русском. И вот я, например, за 10 лет, наверное, выпустила 2 медалистов болгарских. Представляете, на золотую медаль сдать русский язык они брали упорством, трудолюбием, желанием получить высшее образование. Ну и разные, конечно, и хулиганы среди них были, что приходилось их отправлять обратно в Болгарию. Дина Ивановна в Усогорск приехала в 1977 году и сразу же устроилась в местную школу. Учила русских и болгарских детей. Эти времена вспоминают с особой теплотой. После ухода болгар стала уходить и культура народа. Несколько лет назад Дина Ивановна решила создать музей. Уникальность его в том, что в одной комнате и коми, и болгарская культура и история. Эти экспонаты собирали с детьми. Мы, работая в школе, отмечали все советские праздники тех времен и болгарские. Мне особенно запомнились вот эти народные праздники Сурва-Сурва. Это Рождество по-европейски. Отмечали 24-25. Мы ходили по улице, поздравляли. Ежегодно отмечаем праздник славянской письменности. У болгар, кстати, это был главный праздник. На этот праздник они заказывали море цветов. Даже конфеты по тем временам, в 70-е годы, привозили птичье молоко. И были демонстрации многотысячные. Все дети, взрослые, так как не рабочий день, проходили, и праздник заканчивался танцем хором, совместным танцем. Честита Баба Марта. Так болгары приветствуют друг друга 1 марта, в один из самых любимых праздников Болгарии. Баба Марта – это такой мифологический персонаж, символ месяца марта. Болгары верят, что Баба Марта может прийти только в чистый дом и устраивают уборки. А еще дарят друг другу вот такие кисточки, куколки из красных и белых ниток и вешают их на груди. Ребята уже заранее заказывали из Болгарии мартинички, благо тогда летали самолеты в Сыктывкар-София. И утром перед уроком они нам дарили. И вся грудь была увешана вот этими мартиничками. С учителями соревнуясь, чьи мартинички самые красивые, у кого больше всех. Еще один пункт договора – обеспечение продовольствием. Согласно нему, болгары привозили на Удару свои продукты питания и необходимые изделия для жизни. Импортные джинсы, консервы, яблоки – все, что считалось дефицитом в стране, можно было легко достать в Усогорске. Настоящий коммунизм был именно здесь, на Ударе, вспоминают многие жители поселка.
А консервы какие? Вот что-то, как запомнишь, это курица с грибами, бомбонь эти конфеты. Мы учились в техникуме, сюда приезжаешь в Усогорск, наберешь целые сумки, в Сыктывкар приедешь, как выложишь эту сумку, они говорят: «Господи, ты откуда приехала?» И все на иностранном языке, все на иностранном, у тебя все написано. Ты, говорит, где была? Я говорю, дома была. Где это у тебя дом? В продуктовый рай ехали не только из ближайших сел, но и из Сыктывкара и даже из Москвы. Благо, прямой поезд Москва-Кослан позволял вывозить продукты без особых усилий. Приезжает один человек к своим друзьям, гостит 2-3 дня, затаривается. На обратную дорогу они покупают целиком купе, 4 полки. На одной сам едет, все 3 остальные затарены коробками с компотами, с соками, со всей вот этой продукцией привозимой. Снабжение продуктовое, да, было целиком и полностью болгарское. Как тогда называли, пришла секция. Насколько я помню, это была секция, это говорили 4 вагона. Яблоки 4 вагона, консервы 4 вагона. Были большие склады на въезде в поселок. Подземные, довольно-таки большие по площади, потому что фрукты и овощи, в принципе, были круглогодично. Опять же, благодаря болгарским поставкам. Помимо продуктовых, были склады с 2 сторон от поселка. По-болгарски они назывались кориком. Там находилось большое количество новой техники. Я даже помню, школьник, мимо проезжаешь, и красивые в 2-3 ряда новые лесовозы со сложенным прицепом, сложенной телегой. Автобусы КВЗ пресловутые, которые возил бригады в лес. Техники было очень много. 2, скажем так, подпредприятия занимались лесом. И у них, у каждого одновременно на линии было до 120 лесовозов. В середине 80-х, по примеру болгар, к Советскому Союзу обратились кубинцы. Они тоже нуждались в древесине. Учебной базой для них должна была стать Удара. В 85-м сюда прибыли первые рабочие с острова Свободы. Несмотря на морозы, тяжелую работу, дела у кубинцев пошли хорошо. Правда, большая зарплата испугала кубинское руководство. Чтобы рабочие не привыкали к хорошей жизни, им было предложено отказаться от денег. А работа на делянках должна была приравниваться к службе в армии. Однако осваивать леса севера кубинцам не пришлось. В СССР наступили новые времена. Они коснулись и болгар тоже. Начались трудные времена. Начиная с 1991 года никакого сотрудничества ни с Кубой, а также и с Болгарией уже речи быть не могло. Разрушался восточноевропейский социализм. Страны переходили на совершенно другие финансовые отношения. В частности, на конвертированную валюту. У болгар таких денег не было, поэтому сотрудничество стало стремительно сворачиваться. Уже где-то в 1991 году практически начался массовый отъезд болгар на родину. И в 1994 году полностью было это сотрудничество прекращено. На Удоре создался даже комитет в защиту Удорской тайги, который начал противодействовать болгарским лесозаготовкам, останавливать их лесовозы. В самой же Болгарии шла борьба за власть. И было не до проблем лесных предприятий на далеком севере. К тому же в Болгарии многие считали, что лесозаготовки в СССР – дело невыгодное и ущемляет интересы их страны. Болгарам пришлось покинуть тайгу. Но об этом в следующей передаче.